Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас сердечно благодарю за ваши лайки, хорошие, добрые комментарии, за вашу поддержку, за ваши просмотры. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему. Какие двери, какие возможности вам откроются в самое ближайшее время? Загадайте, пожалуйста, свой срок и давайте вместе посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, интересно. Но здесь возможность, которую вы давно уже ждете. Ждете, высматриваете, дни считаете. Это то, что у вас в голове. Мысли, идеи, желания, мечты. Да? То, что вы постоянно в голове гоняете, продумываете, обдумываете. Может быть, вы этим уже заняты, да? Ищете какие-то варианты, какие-то входы-выходы, каких-то людей, которые вам помогут. То, чего вы очень сильно хотите вот в сегодняшнем дне. Вот эта возможность вам откроется. Причем она откроется не просто так, а благодаря какому-то мужчине. Здесь именно мужчина будет вам помогать. Либо, знаете, перед вами распахивать эти двери. Мужчина вышел с правой стороны. Мужчина, который не просто даже откроет вам эту возможность, у кого-то даже отыграется, что он вас будет сопровождать на вашем этом жизненном пути, да, в процессе получения того, чего вы хотите. Сопровождать, помогать, поддерживать, подсказывать, направлять, да, может быть, даже за вас что-то будет делать. То есть какую-то непосильную помощь он будет вам оказывать. То есть, в принципе, очень хороший на самом деле знак. Если вы за что-то очень сильно переживаете, либо боитесь, там, не получится, не смогу, не справлюсь, либо, в принципе, а что мне с этим делать, да? Появится мужчина, который, можно так сказать, практически все сделает за вас, либо все сделает для вас. Мужчины и женщины, предсказания одинаково. То, чего вы хотите в сегодняшнем дне, о чем мечтаете, над чем работаете, вот, пожалуйста, благодаря мужчине совсем скоро случится, получится, реализуется и будет вашим. Хороший знак, мне нравится этот знак. Так, дальше. Есть возможность где-то побывать, либо куда-то съездить. У кого-то отыграется возможность какого-то отдыха, отдых-релакс, а у кого-то отыграется, банально съездить к родственникам домой, к родителям, если вы живете раздельно. Либо съездить, может быть, действительно в какой-то отельчик отдохнуть, может быть, на какую-то базу, турбазу. Да? То есть у вас поездка связана именно с отдыхом, со спокойствием, с удовольствием. И как-то даже здоровье у вас поправится в этой поездке. Смотрите, если вам будут предлагать съездить кому-то на дачу, либо вместе куда-то съездить на отдых, родители вас будут звать, либо какие-то родственники, обязательно поезжайте. Поезжайте, возьмите выходные, отгулы, либо выделите время на то, чтобы съездить. Поездка очень благотворно влияет на вас, на все ваши жизненные процессы, на ваше здоровье, на вашу психику. Просто будут улучшения, грандиозные улучшения. Вы просто посвежеете, помолодеете и энергией очень такой мощной зарядитесь. Обязательно нужно ехать. Так, следующий момент. Возможность с каким-то мужчиной наладить контакт, наладить связь. Возможно, мужчина вам нравится. Да, мужчины, переворачивайте просто на себя. Да, может быть, вам девушка какая-то нравится. Но вы друг на друга вроде смотрите, да, но ничего дальше, чем смотрины, не происходит. Он смотрит на вас, вы смотрите на него, томные взгляды, улыбочки, и все. Здесь как будто бы сама судьба создаст вам благотворные условия для того, чтобы вы договорились, пообщались, чтобы был шанс, была возможность
друг друга лучше узнать, да, договориться. Может быть, вы окажетесь в одном помещении, либо окажетесь в одной ситуации, да, где вот прям состоится контакт и уже что-то начнет двигаться и развиваться. Если вы, например, в паре в браке, и вы сейчас друг на друга обиделись, если, ну, допустим, против друг друга настроены, но все в жизни бывает, то здесь какая-то ситуация, опять же, по судьбе, когда вам просто придется вот вместе садиться, что-то решать, что-то делать, о чем-то договариваться, и это действительно вас сблизит. Вы не будете думать о том, что было, вы будете думать о том, что есть. Да? Все-таки, несмотря на то, что мы там ругаемся, ссоримся, друг друга обижаем, в критической ситуации, либо в судьбоносной ситуации мы есть у друг друга. То есть мы сели, вместе объединились, вместе над этим как работаем, да, думаем, решаем и друг друга поддерживаем. То есть другими глазами друг на друга посмотрите. Так, следующий момент. Следующий момент связан с какой-то очень неприятной для вас женщиной. Вы все разные, у каждого по-своему отыграется, но это именно женщина и именно очень неприятная для вас. Это может быть конкурентка, это может быть завистница, это может быть какая-то хулиганка, да, вредительница может быть, враг может быть. Ну, опять же, да, у всех по-разному отыграется. В ближайшее время, ну, буквально в ближайший, не знаю, месяц-полтора, ситуация с этой женщиной полностью, целиком и полностью решится, коренным образом решится. Причем, смотрите, я вот, знаете, по картинке вижу, что вас эта женщина держит как будто бы за голову, ну, за волосы, за голову и за руку. И, возможно, она как-то сильно на вас влияет. Может быть, из-за этой женщины у вас большие неприятности. Она создает вам эти неприятности. Она может создать вам эти неприятности. То есть вы вырываетесь из рук этой женщины. То есть вы освобождаетесь от ее влияния, будь то физическое, будь то эмоциональное, будь то еще какое влияние, да, вы освобождаетесь. Не показали, правда, каким образом, но тем не менее, то есть вы будете свободны от этой женщины. Коренным образом между вами ситуация поменяется. Вы освобождаетесь. Что будет с ней, я не знаю, но вы получите свою свободу. Не будет ее влияния больше на вас. Не будет. Вот так, как есть в сегодняшнем дне, этого не будет. Вообще, в принципе, не будет. Так, еще. Здесь какая-то неприятная история, которая достаточно долго тянется. Неприятная история. Либо это ваша неприятная история, либо неприятная история, в которую попал кто-то из ваших близких. А вы переживаете как сама за себя, либо сам за себя. Да? То есть очень близко к сердцу принимаете эту историю. Здесь решение идет. Решение, которое всех устроит. Но, опять же, ситуации бывают разными. Ну, например, там человек что-то плохое сделал, либо человек по ошибке что-то сделал. Да? То есть решиться именно по справедливости. Здесь я вижу еще какие-то деньги придется платить. Платить, да. Либо вам придется платить, либо этот человек будет платить. Но тем не менее, все решится. Какая-то сумма будет уплочена, заплачена, и эта ситуация закончится. Вот раз и навсегда. Все, точка будет поставлена. Так, здесь вы сидите. Сидите и в какой-то такой позе о чем-то думаете. Думаете, мечтаете. Может быть, что-то нужно решить. Да? Вот, что-то выбрать, что-то решить. Вам нужны подсказки, либо вам нужны советы, либо вам нужен маячок, да, вот, чтобы вы не ошиблись. Может быть, вы так долго думаете, потому что боитесь ошибиться. Либо как не можете решиться, пока нет точной информации у вас. Пока вы так сидите и думаете, эта ситуация перестанет существовать, либо эта возможность схлопнется. Но когда схлопнется одна возможность, сразу же открывается другая возможность. Причем другая возможность будет гораздо круче, гораздо лучше и гораздо для вас, ну, я не знаю, прибыльней, обширней. Такая, знаете, вот прям жирненькая возможность идет. Мои хорошие, вы не зря просто так сидите. Не зря вы никак не можете сделать выбор. Здесь высшие силы вмешиваются. Здесь высшие силы не хотят вам, не хотят, чтобы вы довольствовались малым. Они хотят вам дать гораздо больше, потому что вы достойны гораздо большего.
Вы себя ни в чем не вините. То, что сейчас вы не можете определиться, здесь высшие силы постарались. Они вас немножечко, знаете, как в вакуум поместили. Вакуум, да? Таким образом не позволяют вам ошибиться. Да? Говорят, ну вот посиди в этом вакууме, подожди чуть-чуть, сейчас откроется новая возможность, гораздо лучше. Возможность, которая тебя достойна. Вот туда и пойдешь. И вот смотрите, у вас одна схлопывается, и вторая тут же открывается. Одна дверь маленькая такая, знаете, несуразная, а вторая дверь просто огромная. Огромная прекрасная дверь. Вот она перед вами откроется. Здесь ситуация буквально вот эта неделя, следующая, да, где-то середина следующей недели, вот эта ситуация, да, новая дверь перед вами откроется. И вот это потеряет актуальность. Вы скажете, фух, ну и слава Богу, что я так долго думала, да, либо так долго думал. Потому что разница здесь очевидно идет. Так, еще улыбка огромная вам вышла. Кто грустит, кто переживает, кто о чем-то грустном думает, либо какие-то, может быть, неприятности у вас, настроение у вас не то. У вас улыбка огромная выходит. Улыбка. Будете улыбаться, будете смеяться. Настроение у вас улучшается, самочувствие у вас улучшается. Я не могу сказать из-за кого, почему, но вижу, что так и будет. То есть вот эта грусть, эта хандра, эти переживания, депрессия, это все уйдет. Уйдет и сменится какой-то активностью, хорошим настроением, веселым нравом. Знаете, вот прям захочется что-то делать, куда-то ходить, с кем-то встречаться, общаться, чем-то заниматься. Да, вот прям идет прилив энергии, причем очень такой позитивный, что улыбка большая вышла. Так, дальше с левой стороны. С левой стороны как будто бы кто-то вами пользуется. Ну, пользоваться могут везде, да, например, на работе. Вы можете работать больше, чем другие, и получать меньше, чем другие. Может быть, у вас начальник кровопийца, который прям заставляет вас батрачить и платит вам копейки. Может быть, в семье, да, вы все на себе тянете. И работаете, зарабатываете, и по дому все делаете, и вас еще и погоняют. Да? Давай скорее, давай быстрее. А что это у тебя, еда не готова, да? Ты что там, 12 часов отработала, не успела прибежать и приготовить нам еду? Да, вот такие даже могут быть истории. Здесь вот эта ситуация, она приходит к логическому завершению. Либо вы психанете очень сильно и скажете, так, все, с меня хватит, да, с меня хватит. Вы что, за кого вы меня принимаете? Я что, вам тут Золушка, что ли? Либо кто-то за вас вот прям встанет и заступится и скажет, а что ж вы делаете? Да? Вы же загоняли ее, вы посмотрите, бессовестные. Да? Вот человек возьмет и заступится, скажет, все, отныне все будет по-другому. Да, там, распределят обязанности. На работе, например, там, с вас половину снимут, либо наоборот, как и снимут, и еще доплачивать будут за то, что вы уже делаете. То есть очень хорошие события произойдут. Но здесь не возможность, здесь не дверь, а здесь как вмешательство. Вмешательство по справедливости высших сил. То есть они либо вам глаза откроют на то, что вы, ну, как раб, извините, галерный раб, либо они кого-то надоумят, чтобы человек за вас заступился и вот все поменял, весь вот этот процесс поменял. Но вы тут совсем будете в шоке, потому что вы либо от себя не ждете, что вы можете вот прям кулаком по столу ударить, либо вы не ждете, что кто-то прям за вас заступится. Это будет приятно на самом деле, очень приятно. И здесь улучшение именно по качеству вашей жизни. То есть вам будет проще, вам будет лучше и комфортно себя будете чувствовать. Так, следующий момент – это что-то поменять, заменить, починить, отремонтировать. Может быть, требуется какой-то ремонт. Может быть, действительно какая-то вещь, которую вы хотите поменять, обменять. Может быть, даже продать хотите. Ну, по-разному может отыграться. Но сейчас то ли нет возможности, то ли вы дали, например, объявление, да, и никто не отвечает на ваше объявление. Либо вы обратились с запросом, да, хочу обменять эту вещь, либо хочу отремонтировать, и вам никто ничего не отвечает. То есть вы в таких переживаниях находитесь, держите эту вещь в руках и думаете, боже, ну что мне теперь с этим делать? Да, скорее всего, придется искать деньги, покупать новое, да, либо там, за свой счет ремонтировать, либо я не смогу это продать.
Смотрите, в момент, когда вы совсем уже отчаетесь и буквально будете готовы, например, купить что-то новое, да, выложить определенную сумму, либо эту вещь там спрячете, скажете, ну не могу продать, да, спрячу куда-нибудь там подальше на антресоль, либо там в кладовочку спрячу, сразу придет клиент, либо сразу придет ответ, что да, мы там вам по гарантии сделаем, либо да, мы можем вам обменять, да, мы хотим у вас купить, причем за все деньги мира, прямо сейчас, не торгуясь, да, все берем, забираем. То есть смена картинки из отчаяния, из переживания на радость и получение, да, вы будете получать деньги, будете получать, если продаете. Если меняете, то будете получать хорошую вещь, там, качественную, по размеру. Да. Если ремонт, то вам, возможно, не только ремонт сделают, но и на время ремонта вам дадут замену. То есть, если, например, там фен сломался, да, вы несете в сервис, ваш фен забирают и плюс вам дают, пока этот ремонтируется, чтобы вы могли пользоваться. То есть вот хорошее такое событие идет. Так, следующий момент. Здесь через какую-то ошибку, через какой-то промах, кстати, ошибка может быть и не ваша, может быть, кто-то ошибся, но вы это тоже принимаете как свое. Какая-то очень важная информация либо придет, либо всплывет. Знаете, у одних отыграется, что вы своим умом дойдете до чего-то важного, прям такого жизненно ценного. Либо вы начнете искать, да, вот причину, почему такая ошибка, либо что произошло, что нужно было делать, что правильно нужно было бы делать, либо сделать, чтобы все исправить. И вы найдете какую-то очень важную, ценную информацию. Смотрите, мало того, что эта ошибка будет исправлена, так еще вы станете обладателем очень ценной и важной информации. На самом деле вы можете это продавать. Люди будут готовы платить за то, что вы подскажете, за то, что вы расскажете, за то, что вы владеете этой информацией. Мои хорошие, в наше время информация очень дорого стоит. Но у вас тут идет такая возможность что-то решить, либо для себя, либо для близкого человека, обрести какой-то бесценный опыт, который вы потом можете продавать, свободно можете продавать. И это может касаться чего угодно. Если вы, допустим, да, никогда этим не занимались, продажей какой-то информации, посмотрите, как это делают другие. Да? Я не говорю про инфо-цыгане, я говорю про действительно там, хороших коучей, хороших там, наставников, тренеров, да, вот на них посмотрите. Возможно, вы для себя откроете именно эту возможность, именно эту дверь быть коучем, быть наставником, быть тренером. Вам вообще зайдет эта тема, потому что вы сами по себе человек очень коммуникабельный, вам есть чем поделиться, вы прожили очень интересную жизнь, даже если вы очень молодой человек, то есть жизнь была насыщенная, у вас прекрасный острый ум, и вы прекрасно передаете, транслируете информацию. То есть у вас к этому дар, у вас однозначно к этому талант. Да, может быть, не приходилось. Такое бывает. Да, вот прожили вы, не приходилось. Вы попробуйте, вы на этом большие деньги можете заработать. Кто не постесняется, тут даже, знаете, не боязнь, а именно стеснение. Вот внутреннее это состояние, как я буду кого-то обучать, да, либо как я буду там, выходить, пытаться продавать свои знания. Вот если вы поборете это смущение, то вы можете заработать очень неплохие деньги, даже очень хорошие деньги, да, хорошую сумму, хороший капитальчик можете себе заработать. Подумайте об этом. На самом деле, кому-то прям по судьбе, да, дойти до того, что вы будете продавать свои знания, то есть делать деньги из воздуха. То есть знания, они же не тяжелые, они же не требуют каких-то там вложений, там, не нужно их хранить, не нужно там, амортизацию, да, на них списывать. Это то, что у вас в голове. Да? Вы можете продавать свои знания. И это, кстати, я вам скажу, хорошее дело, денежное, прибыльное дело. Поэтому, мои хорошие, кто себя искал, кто искал прибыли, заработка, вот, пожалуйста, прекрасно. Это просто прекрасно. Не каждому дается, не у каждого есть к этому талант, а у вас, смотрите, как все сошлось. И возможность появится, и талант у вас к этому есть, и плюс еще желающие, да, сразу будут желающие купить у вас ваши знания, вашу информацию. Так, и венец.
В венце у меня вышел мужчина, ну, образ мужчины, да. Смотрите, если вы мужчина, кто меня смотрит, то вас куда-то будут звать, приглашать, как, знаете, в другой город, в другую область, в другую страну. То есть возможность будет куда-то выехать, поехать. Это очень крутая возможность, ни в коем случае не отказывайтесь. Если женщина меня смотрит, то это мужчина из другого города, из другой области, из другой страны. И с этим мужчиной у вас, ну, как я понимаю, знакомство идет. Знакомство, причем, ну, у кого-то прям вот вышла из дома, познакомилась, у кого-то в интернете знакомство. Нельзя пропускать и отказываться от этого знакомства. Знакомство очень крутое, очень судьбоносное, и оно в будущем, не сейчас, не в ближайшее время, не в то время, которое вы загадали, а в будущем, через какое-то время, да, принесет свои плоды. И плоды очень неплохие. Поэтому, мои хорошие, если знакомимся, общаемся, поддерживаем связи. Если вы мужчина, не теряйте времени, просто собирайтесь и едьте. Знайте, что это вложение в ваше будущее. Так, на этом у меня все. Берегите, пожалуйста, себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.